Взлетно-посадочная полоса Сухумской воздушной гавани уже полностью готова принимать самолеты. Ее протяженность составляет более 3 километров. В мае этого года возобновится регулярное авиасообщение с Россией. Сюда прилетят самолеты из Москвы и Нижнего Новгорода. С одной стороны море, с другой горы. Это первое, что будут видеть, приземляясь пассажиры Сухумского небесного причала. 1 мая, спустя 32 года, авиакомпания ЮВТ «Аэро» совершит первый регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва-Сухум. Борт пока планирует прилетать каждую субботу. По словам представителей Минтранса Абхазии, большая часть билетов уже продана. Воздушная гавань готовится принять своих гостей. Работы по подготовке запуска аэропорта буквально ведутся 24 часа в сутки, без выходных и праздников. Это по праву можно назвать самой масштабной стройкой на территории Республики Абхазия за последние 30 с лишним лет. Работы идут буквально на каждом клочке земли. Сейчас здесь возводится северный терминал, который уже откроется этим летом. Его пропускная способность составит 400 человек в час. Пока что пассажиров будут обслуживать в этом временном терминале. Его, кстати, тоже активно готовят к регулярному запуску воздушной гавани, несмотря на то, что он уже принимал пассажиров тестового рейса. Идет реконструкция исторической части аэропорта, где будет расположен зал для принятия официальных лиц и делегаций. Специально для международного аэропорта Сухум был разработан логотип с элементами государственной символики. Красный цвет из флага Абхазии, открытая ладонь символизирует приветствие и гостеприимство. Ну и, конечно же, птица-сокол – символ полета. При подготовке к запуску воздушной гавани сохраняют не только архитектурное наследие, но и растения и деревья, которые здесь растут. Также вокруг аэропорта будет организована транспортная логистика. По прибытию пассажиров они проходят таможенный контроль. После прохождения таможенного контроля они попадают уже на территорию Республики Абхазия, где их будут встречать маршрутные такси и будут возить их в города и районы республики. Билеты можно приобретать на официальном сайте Министерства энергетики и транспорта в разделе «Авиабилеты». Продолжительность первого регулярного рейса из Внуково в Сухум составит 3 часа 30 минут. Недавно на просторах соцсетей появилась информация о 10-часовом пути, однако речь идет о мультимодальных маршрутах. Это поездка несколькими видами транспорта – самолетом, поездом, автобусом. На весь маршрут приобретается единый билет, на котором указано, сколько времени человек проведет всего в пути. Это как, например, прилететь на самолете в Абхазию, а затем пересесть на поезд. Касаемо билетов, распространяемых в определенных информационных ресурсах, это мультимодальные билеты, можно сказать, что это простым языком, это трансфер. Приведу к примеру, если я буду вылетать из аэропорта Внуково и буду приземляться в аэропорту Сочи, то меня по выходу из аэропорта Сочи меня будет встречать трансфер, куда я сажусь, и меня привозят уже на железнодорожную станцию Сухум. И это занимает, как мы все видим, 10 часов. Сухумский аэропорт трудоустроены более 200 граждан Абхазии. 6 мая Сухумская воздушная гавань планирует принять самолет авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода. Гугуца Вардания, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.